Для скрытого патрулирования мы выбрали машину, на которой нет никаких опознавательных знаков и эмблем нашего телевидения. Ну а путь следования мы выбирали стихийно, уже находясь в дороге. В свой маленький рейд мы выехали еще рано утром. Сонные водители в 7 и в 8 утра особо никуда не торопятся. Но вот ближе к 9 часам и началу рабочего дня все дороги заполоняют автомобилисты. Среди них есть знакомые из ПДД, а есть и те, кто не обращают внимания на разметку и сплошную линию. Не замечают, либо просто не придают им значения. Чаще всего обгоняют, конечно же, большегрузные машины, которые из-за собственных габаритов не превышают скорости. Но водители, которые идут на обгон, этим не ограничиваются. Например, на федеральной трассе М-29 в районе селения Барсуки к 9 утра двухполосная дорога превращается в трехполосную. Многие просто выезжают на встречку. Очевидно, встать пораньше, чтобы не нестись потом, не нарушая правил, намного сложнее, чем рисковать собственной жизнью. Но такие нарушения скоростного режима и несоблюдение разметки встречаются не только на трассах, но и в черте города или населенного пункта. Это уже в Назрани. Красный сигнал светофора некоторые автовладельцы воспринимают как мулету на кориде и лишь ускоряют движение вместо того, чтобы остановиться. В своем первом развернутом интервью нашему телеканалу начальник ГИБДД Министерства внутренних дел по Ингушетии Валерий Ладыгин выразил предположение, что частые аварии могут быть и следствием узких дорог. Если построить новые дороги, чтобы она была не одноколейная, а там двух-трехполосная в каждую сторону, конечно, это будет намного влиять, но мы все понимаем, что не все сразу делается. Так или иначе, чтобы снизить уровень ДТП в регионе, ведомством предпринимаются различные действия, и в том числе рейды. Не стоит забывать и о тех водителях, которые правила дорожного движения в пример многим соблюдают. Например, Магомед Курскиев имеет 23-летний стаж вождения. Признается, что вначале даже он мог невзначай нарушить ПДД, но с опытом и это осталось позади. ناقد على بوج غاش وش سجادين ماشين ودرك إذا سابر خلوي سخال عمو قواتش غاش ور خانة عمش قواتش ناقد بوج قولي خير شو كسمالله زولي. И молодые, и пожилые правила дорожного движения для всех одинаковые, и наказания за их нарушение тоже. И каждому участнику главное не забывать о том, что дома их ждут родные. И молодым, и старым всем хочу сказать: иман цхал, сабр цхал, все, что я могу сказать. А все остальное, оно находится там. Масуа, масуарик хошхал, ешик, да, на не хиждоль цах. Это хож, дагдуал школе, аварии хугят, нарушения хугят, инспектор балу хубат. Такие рейды не единичны в практике нашего телеканала и впредь будут проводиться регулярно. Эти материалы передаются в ГИБДД региона для дальнейшего разбирательства с нарушителями. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.